Несмотря на то, что Китай отрицает, что в лагерях, строительство которых ускорилось за последние 2 года, содержатся миллионы мусульман-тюрков, подробные факты и доказательства появляются день за днем. Посетившим Восточный Туркестан корреспондентам Vice News, несмотря на слежку китайских полицейских, удалось запечатлеть масштабы беспредела китайских властей. Ставшая свидетелем задержания группы уйгуров в городе Кашгар, которых в полночь китайские полицейские ввели в участок в наручниках, говорит, что это был ее самым тяжелым и трагическим репортажем. Свидетельство корреспондента – наглядное доказательство того, что Китай превратил Восточный Туркестан в полицейское государство. Появились очередные доказательства того, что Китай ведет круглосуточную слежку за гражданами посредством мобильных приложений. Проживающий последние несколько лет в Китае Баркли Брэм издал статью о том, что китайские власти собирают личную информацию граждан посредством приложения WeChat, которым пользуется большое количество китайцев и жителей Восточного Туркестана. В статье под заголовком «WeChat ведет слежку» Брэм сообщает, что приложение ведет сбор информации о том, во сколько просыпается пользователь, с кем и о чем он говорит, и даже скрытую от всех информацию, о которой знает только сам пользователь. В Гонконге вспыхнули массовые протесты, приуроченные к 22-й годовщине передачи административного района из состава Великобритании в Китай. Главным требованием митингующих стал отказ от принятия закона об экстрадиции и отставка главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. От мирных митингов жители Гонконга перешли к активным действиям. Вооружившись дорожными знаками и арматурой, они прорвались в здание законодательного собрания. В столице России открылся 2-й международный форум, посвященный развитию парламентаризма. Представитель России Дмитрий Савельев заявил, что благодаря сотрудничеству Турции, России, Ирана и Азербайджана формируется новая региональная система безопасности. Савельев, являющийся заместителем координатора группы сотрудничества парламентов России и Турции, подчеркнул, что в момент, когда в мире постепенно растет конфронтация, дипломатия и сотрудничество парламентов сможет вернуть прежнее доверие и взаимопонимание между государствами. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац посетил с официальным визитом столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом говорится в сообщении израильского внешнеполитического ведомства. Согласно информации, дипломат принял участие в работе конференции ООН по вопросам защиты окружающей среды. Во время визита Кац встретился с официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе переговоров обсуждались региональные проблемы, в том числе и иранское влияние в регионе. Стороны также коснулись вопросов двусторонних отношений.